В эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. В Жиганском районе Якутии открыта первая ледовая переправа. В настоящее время толщина льда позволяет безопасно передвигаться по ней транспортным средствам. В литературном музее открылась персональная фотовыставка Василия Васильева-Харасхала. Узнаем подробности о выставленных 7 портретах. 95-летний юбилей отмечает республиканское радиовещание. Узнаем, кому принадлежат привычные нам голоса. В Жиганском районе Якутии открыта первая ледовая переправа, соединяющая поселок Жиганск с аэропортом через реку Стрекаловку. В настоящее время толщина льда позволяет безопасно передвигаться по ней транспортным средствам весом, не превышающим 3 тонны. Всего в республике на учете стоят 46 ледовых переправ, однако официально на данный момент открыто только это. Начальник Центра ГИМС МЧС России по республике Александр Жаворонков сообщил, что инспекторы проводят рейды для предотвращения несанкционированных выездов на лед. Председатель правительства Якутии Кирилл Бычков принял участие в важном круглом столе, посвященном мерам поддержки участников СВО и их семей. Встреча с заместителем командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе генерал-лейтенантом Романом Грековым прошла в рамках 3-го республиканского антифашистского форума. Он высоко оценил работу властей и общественности Якутии по поддержке вооруженных сил. Он отметил, что опорные пункты республики в зоне СВО стали не только логистическими центрами, но и центрами оказания технической помощи. А также выделил востребованность якутской техники, включая квадроциклы, ЯКТ-«Сокол» и беспилотные летательные аппараты. В Якутии социальный контракт можно заключить на различные нужды. Одним из таких направлений является получение помощи в поиске работы в управлении соцзащиты. Такой контракт заключается на срок от 3 до 9 месяцев. Получателями являются безработные граждане, не имеющие дохода, или общий семейный доход, которых ниже величины прожиточного минимума. Заключением контракта проходит первая выплата в размере прожиточного минимума. После заключения трудового договора заявитель осуществляют 3 подобные выплаты. Кроме того, если необходимо пройти обучение, управление соцзащиты оплачивает его до 30 тысяч рублей сроком до 3 месяцев. Эти выплаты он может потратить, к примеру, на прохождение первичного медосмотра, покупку какой-то форменной одежды, да, для дальнейшего трудоустройства, какого-то инвентаря, который ему необходим. За эти деньги он нам не отчитывается. Единственное, что по условиям договора он должен в течение 1 года после заключения контракта не увольняться, и через год мы запросим сведения о его заработной плате. В рамках первого этапа капитального ремонта Центра культуры и народного творчества Саргы-Тусюльгетте в городе Покровске Хангалского улуса произведена замена около 90 окон. Особое внимание уделено эстетической составляющей. 24 окна теперь украшены витражными вставками. Эти масштабные работы проводятся в рамках нацпроекта «Семья», который стартовал 1 января текущего года, заменив предыдущий нацпроект «Демография». На первый этап капремонта было выделено 10 миллионов рублей из федерального бюджета. Центр культуры, построенный в начале 90-х годов и давно нуждавшийся в обновлении, ожидает еще более значительные преобразования. В следующем году на продолжение работ планируется направить более 55 миллионов рублей, что в 5 раз превышает текущее финансирование. Конечно, на следующий год очень большая сумма, 57 миллионов. В эту смету войдет у нас монтаж, демонтаж крыши, обновление фасада и, самое главное, конечно, входная часть. В Соловьевском на слеге Чурапчинского улуса состоялось значимое мероприятие, посвященное защитникам Отечества. В торжестве приняли участие родители и близкие военнослужащих, а также ветераны СВО. В начале мероприятия почтили память земляков, героически павших при защите Родины. В рамках программы поддержки местных инициатив в сквере Победы была открыта стела матерям-героиням, установлены мемориальные доски офицерам, участвовавшим в Великой Отечественной войне, а также памятные стенды ветеранам и участникам боевых действий. Особым моментом стало вручение медали за отвагу Дмитрию Попову. Посмертно удостоенному этой высокой награды медаль была передана его матери.
В нашем Улусе, в Соловьевском наследии, отдали дань нашим героям, нашим ветеранам и героям-матерям. И поэтому, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить наследную администрации Соловьевского наследия, всех жителей Соловьевского наследия, родителей, жен и родственников участников специальной военной операции. В многонациональном поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, где проживают представители более 10 национальностей, широко отметили День народного единства. Праздничные мероприятия охватили весь поселок. Торжества начались в Центральном парке, где прозвучали поздравления от представителей администрации и состоялись выступления местных жителей. Кульминацией праздника в парке стало угощение всех гостей огромным праздничным тортом. Далее в культурном центре поселка развернулась колоритная ярмарка народных ремесел. Местные мастера представили свои уникальные изделия. Завершился день концерта. День народного единства у нас отмечается каждый год. Ряд мероприятий у нас большой. В нашем поселке проживает больше 10 национальностей. Все мы живем дружно, сплоченно, посещаем ряд мероприятий, совместно ведем работы и развиваемся во благо поселка. Сейчас, в данный момент, нелегкое для нас время, но для нас сейчас нация не важна. Главное, что мы едины, а если мы едины, значит мы непобедимы. Также в поселке Уснера ярко отметили День народного единства. Торжественное мероприятие прошло в Доме культуры «Металлург». Для гостей работала выставка «Ярмарка национальной кухни», а трудовые коллективы соревновались в конкурсе культур и традиций «В единстве наша сила». Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на поддержку воинов Аймиконского района в зоне специальной военной операции. Таким образом, праздник стал не только демонстрацией сплоченности, но и реальной помощью землякам. Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. С завтрашнего дня жители Якутии смогут увидеть на больших экранах военную драму «Вальс со смертью». Фильм, созданный 12-м каналом и волонтерами Победы при поддержке президентского фонда культурных инициатив, рассказывает о трагических судьбах советских граждан, переживших ужасы Великой Отечественной войны и оказавшихся в фашистских лагерях. Основанная на реальных исторических фактах и свидетельствах очевидцев, картина повествует о борьбе за выживание молодой балерине Смоленска и других астарбайтеров, столкнувшихся с жестокими испытаниями, включая марш смерти. Дорогие зрители, приходите в кино на фильм «Вальс со смертью», потому что это и исторические события, и судьбы людей. Главное, что живы. А мы, Зоя, теперь обязаны жить. Жизнь и философия известного якутского прозаика Василия Васильева Харысхала через фотографии. В литературном музее открылась персональная фотовыставка, посвященная 75-летию народного писателя. На 7 портретах, выставленных в музее, запечатлена не просто природа родного для Василия Харысхала Амгинского района, но и его душа. Съемка проходила в 2 деревнях, которые так значимы для прозаика. Мендиги и Самарасун. Серия включает в себя 20 фотографий, сделанные летом 2020 года. Напомню, Василий Васильев Харысхал известен произведением «Кюстюк», драмой «Далекая», «Близкая война» и пьесой «Амага сас этте». В 2020 году меня и моего друга Гаврила Андросова Василий Егорович пригласил себе в гости. Это село Мендиги, где он жил, Амгинский улус. И по приезду в Амгинский улус он нам показал все значимые места, но это вот исторические, это места, связанные с гражданской войной, также места очень близкие ему, то есть места, где жили его родители, где он в детстве и юности ходил, что-то делал.
Говорит Якутск. 95-летний юбилей отмечает республиканское радиовещание. Первый эфир был запущен еще в ноябре 1930 года. Однако услышали его всего из 15 громкоговорителей, установленных по всему региону. Сегодня проблема обеспечения доступности вещания далеко в прошлом, а привычные нам голоса доступны в один клик. О том, кому они принадлежат, расскажет Саргалана Неустроева. Вы все знаете, здесь создаются новости для ТВ. И даже для выпуска этого небольшого сюжета была задействована целая бригада. Совсем по-другому работает радио. Новости, которые впоследствии услышит вся республика, создаются в этом небольшом кабинете силами всего 2 человек. Только идет запись. В эфире выпуск новостей. Президент Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам Восточного экономического... Работают на радио только те, кто по-настоящему влюблен в свою профессию, считает ведущая Мария Ким. Ее творческий путь начался с 3 лет, буквально. В детстве Мария услышала голос из радиоприемника и не смогла его забыть. И вот эти вот голоса, как они рассказывают, да, какие там... Я вот, конечно, сейчас не вспомню, что там было, но для меня это какой-то... видать, заложила фундамент определенный. Плюс в аэропорту я постоянно тоже, когда маленькая была, слышала, начинается посадка на рейс. И мне это так нравилось. Однако пройти кастинг на диктора, будучи студенткой, Мария не смогла. Мечта осуществилась лишь 4 года назад, в октябре 2021 года. Здесь моя отдушина. Очень горжусь тем, что я работаю на радио. У нас география шире. Угу. Я знаю, что нас слушают оленеводы, нас слушают сылгытар, коневоды, нас слушают сенокосчики. А это же расстояние, у нас же Якутия не маленькая, и на таких небольших расстояниях пишут там отзывы, бывают там Иствитим, Сангарбакы. Пишут и порой даже узнают на улице, признается Мария, что еще раз доказывает, радио остается актуальным по сей день. Хотя, пожалуй, его золотое время уже позади, считает шеф-редактор радио новостей Жанна Иванова. И тем не менее слушать его будут всегда. Время показало, старое доброе радио до сих пор свои позиции не теряет. Радио всегда рядом. Ну, как друг из детства, который способен душевно поддержать одним только невидимым присутствием. Действительно, пока остальные гонятся за просмотрами и лайками, радио не изменяет себе. Якутск говорит и сегодня все с той же целью быть услышанным даже в самом далеком уголке республики. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. К этому часу это вся актуальная информация. До встречи в эфире.